Абзира фимас хатырскует или хупша шара шахупшует адыратара амчра. Мызкваграб хиакуакалек дахагылет ахададжуц. Амта маджиниш сахёги у имя пейгу аусурака умбар залшом. Амшина пшахва айташакургылара ворона вимёдуджи иху апарка рыцкера. Сергей Багап шихцзху ашта айчкара ухяу бас ицеги. Ярбан уско язгватаны имо. Ярбан уадыйраку ипыло наски урт тышпа рияйуэ. Абартасаракур такпа кайцойт акуакалакяхада Беслан Эшпа. Беслан Федорович, здравствуйте. Спасибо большое, что согласились на интервью. Скажите, пожалуйста, трудно ли попасть простому гражданину к вам на прием? Здравствуйте, Ясма. Спасибо за такой вопрос, который, наверное, многих интересует в городе. Я могу сказать, что вот на сегодняшний день, несмотря на то, что нет определенного дня приемного, все равно все, кто приходят, практически все попадают на прием. Стараемся всем уделить внимание. С какими вопросами в основном к вам обращаются? Вопросы самые разные на самом деле. В основном люди большей частью обращаются за материальной помощью. Это первое. Второе, обращаются за тем, чтобы кому-то сделать тот или иной ремонт, начиная от крыши, потолков, балконов, обустройства прилегающей территории, заборы, и так далее. Наверное, в такое непростое время неимоверно сложно оказывать им финансовую помощь. Вам это удается? Конечно, всех охватить мы не можем, но мы стараемся это делать, но в очень небольших размерах, с учетом вообще существующей ситуации на сегодняшний день. Но когда совсем крайняя необходимость, мы видим, что человек на грани жизни и смерти, или это многодетная семья, по 4-5 детей, и им уже есть нечего, конечно, мы тут включаемся и еще и просим друзей, близких тоже подключиться для того, чтобы как-то не только один городской бюджет брал на себя такую нагрузку. Мы сами тоже стараемся от себя лично, от друзей, близких тоже таким образом действовать, чтобы можно было помочь чем-либо. Вы возглавили город в непростое время, скажем так. Указ о вашем назначении был подписан 30 апреля. И вот уже около 3 месяцев вы возглавляете столицу. Как ситуация с пандемией отразилась на вашей работе в этот период? Спасибо. Это очень важный вопрос на самом деле, потому что больше 2 недель были введены ограничения на тот момент. И только надо было строить работу по самоизоляции, по выдерживанию тех норм и правил, которые были расписаны в решении Координационного штаба, которое потом вылилось в распоряжение президента. Как вы помните, каждые 2 недели продлевались эти решения. Была масса поручений по поддержанию этой, ситуации непростой, нашими службами. Это и общественный транспорт, который вначале вообще не выезжал, а потом выезжал по специальному графику, с учетом того, что их надо было обязательно проводить дезинфекцию. Водители должны были должны были быть оснащены масками, дезинфицирующими средствами. Тот же центральный рынок позже заработал уже тоже с определенными требованиями, вещевой рынок, и кафе, рестораны, магазины. Все это было отслеживать не так просто на самом деле, но я считаю, что в целом мы справились с этой задачей. Несмотря на то, что были, конечно, определенные нарушения, но и слава богу, что это не отразилось на эпидемиологической ситуации. В такое, действительно непростое время, я попал на работу в администрацию города Сухум, и потихонечку мы постарались выровнять ситуацию, потому что намечалась на тот момент, в мае месяц, уже задержка по зарплате, но мы буквально если брать по графикам, то до 10 числа мы все обязательства по зарплатам закрываем, по каждому 10 числу каждого месяца, по предыдущему, И нам до 20 мая удалось эту задачу решить в мае месяце. В июне месяце мы последнюю зарплату выплатили 15 июня. В июле вышли уже на такой, график до 10 числа. Нам удалось закрыть все обязательства по заработным платам. В принципе, я не считаю, что 2-3 дня это серьезная задержка, или даже 5 дней. Вначале было очень тяжело, потому что резкий спад, он сразу отразился на бюджетных показателях. Но
В настоящий момент, конечно, идем с отставанием от бюджетных показателей, которые, значит, у нас есть. Вот. Ну, если в общем брать по году, не с того момента, когда я пришел на работу, если с января брать по 1 июля, то отставание у нас порядка 45 миллионов рублей по городскому бюджету. Но, несмотря на это, мы стараемся, чтобы в первую очередь заработная плата была вовремя выплачена. Все коммунальные услуги, те, которые на нас как обязательство, значит, распространяются, мы их тоже стараемся выдерживать. На слуху структурные преобразования, которыми вы занимаетесь. В чем была необходимость и удалось ли выстроить такую структуру, которая будет эффективной для городских служб? Ну, на самом деле, внимание к этому вопросу было давно уже обращено, не только мной, но и разными контролирующими органами, в том числе контрольной палатой, значит, Кабинетом министров, Министерством юстиции, что, значит, у местных органов самоуправления не должны быть юридические лица в структуре администрации. И я, когда вступал в должность, я говорил о том, что мы проанализируем и наверняка займемся структурными изменениями. Проще говоря, некое реформирование. И подводя это к законодательным актам, которые регулируются деятельность администрации, а в частности управление в административно-территориальных единицах, закон 1997 года, если не ошибаюсь. Вот как раз таки мы и стали предпринимать действия для того, чтобы выстроить эту структуру. Заодно и оптимизировав ее для того, чтобы не было излишней нагроможденности и была, ну, на самом деле, оптимизация. Да, конечно, не обошлось без сокращений, но надо к этому относиться с пониманием, потому что люди, которые работают в административных органах, должны все понимать, что мы работаем за народные деньги, от нас требуют высоких результатов и максимальной самоотдачи, а не дублирование кого-либо, кем-либо. Поэтому оптимизация в этом плане, она происходит. Могу сказать, что мы уже создали сегодня 4 департамента. Это департамент экономического развития, департамент по делам молодежи и спорта, департамент транспортного обслуживания и городского регулирования городским движением и департамент жилищно-коммунального хозяйства. Вот. Департамент жилищно-коммунального хозяйства, он был создан на базе 2 управлений, жилищного и коммунального, где работало порядка 45 человек. Сегодня в департаменте ЖКХ работает 30 человек. Нами создаются дополнительные муниципальные учреждения, которые будут технически обеспечивать работу тех или иных, значит, направлений. Мы можем сказать, что работа стала эффективнее этих служб? Значит, из 3 предприятий сделали одно, да? Ликвидировав зеленое хозяйство и горсвет, на базе спецавтохозяйства создали предприятие МУП «Благоустройство», а также обратно оптимизировав штаб, естественно, сократив некие финансовые средства. Ну, я не знаю, в годовом выражении это будет там порядка, наверное, 3 миллионов рублей. Вот. Ну и так далее. То есть эти же деньги, которые высвободятся, они будут тоже направлены на те же мероприятия, но уже, вот, допустим, там, на благоустройство каких-либо объектов или парков, садов, там, на восстановление улиц, ну и так далее. Вот я думаю, саму реформу проведем за полгода, и уже, наверное, можно будет летоисчисление по эффективности начинать со следующего года. Вот так. А то, что мы какие деньги сэкономим, конечно, мы их озвучим, конечно, мы скажем, куда они были перенаправлены и с какой целью. Вы говорили о бюджете. Понятно, что вот львиная доля бюджета уходит на выплату заработных плат. Остаются ли деньги для проведения текущих работ, для благоустройства города? Абсолютно верная у вас информация, что львиная доля – это, ну, порядка 60%, наверное, даже больше, порядка 65%, значит, это заработные платы. Ну и потом социальные обязательства – это выплаты, которые мы производим, там большой список многодетным семьям, значит, родившемуся ребенку, инвалидам с детства и так далее. Там разные ставки, 400 рублей, 500 рублей, 600, 700, 1000 рублей и так далее. Да? Такие есть у нас социальные обязательства. Ну и потом, конечно, дотации тех предприятий, которые входят в нашу систему. Это, значит, в основном, значит, у нас общественный транспорт, троллейбусы, автобусы.
Вот. Затем идет, конечно, вот то, что вы говорите и называете благоустройством. Это наше предприятие, вот так можно сказать, которое мы создали, да, в благоустройство. Вот, там порядка 300 человек сегодня уже работает и трудится. Вот. Ну и, конечно, их заработная плата и все, что им необходимо, то, что мы несем затраты по, значит, обслуживанию техники, топлива и там всего остального. Вот даже, к примеру, могу сказать, мы сейчас колоссальные затраты несем по топливу, вывозя мусор в Гальский район. Вот это 12 рейсов в день, чтобы вы понимали, 6 рейсов в первой половине дня и 6 рейсов во второй половине дня. Вот. Помимо того, что эта техника еще задействована по городу в промежутке. Нагрузка колоссальная на самом деле, то, что нам приходится вывозить около 1 300 000, где-то так. В месяц? В месяц. Да. Это вот такая топливная нагрузка. А в общем, сколько бюджет города сегодня? Годовой бюджет города 1 107 000 000 рублей. Плюс дотации республиканского бюджета 32 миллиона рублей. Вот все цифры. 1 140 000 000, вот. Но пока из республиканского бюджета мы дотацию не получаем, потому что там тоже ситуация не такая, вы все прекрасно знаете. Вот. Я уже говорил про наш бюджет, вот сейчас полугодовой анализ мы делали, мы идем с минусом 44 миллиона по году. То есть наше поступление 418 миллионов рублей по отношению к 462, которые должны были получить, чтобы выполнять все наши обязательства. Ну, понятно, что мы приоритет заработная плата, соцобеспечение, и потом, что сможем, укладываемся по благоустройству, поддержанию порядка, всех коммунальных услуг, которые мы оказываем. Беслан Федорович, несмотря на все сложности, работы по благоустройству набережной все-таки ведутся. Как вам это удается? Набережная – это наша визитная карточка. Я как-то говорил в одном из интервью, что островок радости у наших людей, несмотря на то, что были введены ограничительные меры, должен быть. Ну, мы пошли на некоторые шаги, на самом деле. Вот здесь расширили театральную площадь, если вы обратили внимание, да. Вот, людям нравится. Дальше, если говорить, там мы ограничили движение на площади имени Сергея Васильевича Багапш, ну и приступили к благоустройству такой парковой зоны напротив ресторана там, Дольче Вита и ресторана Нарта. Да? Нам активно помогают молодые архитекторы. Значит, это у них предприятие называется Харахакалак, по-моему, да. Вот очень активные ребята, у них очень много интересных идей, поэтому мы с ними взаимодействуем, сотрудничаем. Вот и один из тех проектов, который нам удалось совместно реализовать, идея им принадлежит, это безбордюрная среда. Вот, и, кажется, получилось неплохо. Еще не дозавершили пока, но в скором времени эта часть близится к завершению. Я думаю, что там получится такая широкая, просторная набережная и заодно и с парковой зоны, и с прекрасным видом на море. Частично финансируется за счет средств бюджета, частично это, значит, стоимость плитки будет оплачена, она еще не оплачена за счет средств американского бюджета, мы максимально оттягиваем, потому что пока нет возможности, да. Ну и все остальное привлекаем собственные средства, личные средства друзей, вот так вот. Всех интересует вопрос, что будет на площади имени Багапша, фонтан или клумба все-таки? По просьбе жителей, значит, было принято все-таки такое решение, что будет фонтан. Может быть, он не будет там, как в больших городах Европы, России и так далее, но мы постараемся сделать так, чтобы это было красиво. Сейчас по улице Воронова, да, в парке «Сказка», как его в народе называют, ведутся работы. Когда все работы будут закончены, какую картину увидят горожане? Но действительно, это тоже была наша инициатива. Пока бюджетных средств там нет, мы пока не тратили, все пока делаем собственными силами. Вот. Но
вероятнее всего, там какие-то деньги придется потратить, потому что снова та же плитка, реконструкция бассейна, который там есть. Ну и тематически, если говорить о сказке, то это очень близко нашим детям. И вот такую детскую тематику в связке со сказками, с героями мы хотим ее сохранить. Я думаю, нам удастся это сделать. Поручения имеют наши дизайнеры, они занимаются. Ну, пока проект не готов, так, чтобы его визуализировать, посмотреть. Но мысли все упакованы, что там должно быть. Хотелось бы поговорить о городском собрании. Вот сегодня глава города имеет поддержку городского собрания. Я очень доволен нашим взаимодействием. В принципе, ребята все грамотные, образованные, город знают не понаслышке. Это все сухумчане, каждый знает в деталях свой район, потому что мы с ними много общаемся. Значит, они приходят с разными вопросами, поднимают те вопросы, которые, может, мы не увидели, не заметили, или, там, допустим, домоуправы не на все успевают обращать внимание. Но эти проблемы есть, они самые разные. Это начиная там, от детских площадок, крыш, освещения, благоустройства территории и так далее. Ребята все деятельные, и мне очень приятно с ними работать, и с руководителем городского собрания. В принципе, у нас хорошие рабочие отношения, вот как-то так. Главу города не могут не интересовать безопасность граждан и правопорядок. Насколько вы информированы о деятельности городской милиции? Наверное, все знают, что у нас новый начальник, значит, УВД города Сухум, Хагуш Астамур Константинович. Меня тоже, как руководителя городской администрации, очень сильно волнует вопрос, как и всех наших граждан, безопасность наших граждан в городе. Вот. Ну, мы, в принципе, поняли очень быстро друг друга, и те вопросы, которые я поднимаю, например, да, и те, которые я замечаю, что они реализовываются уже как бы функционально самим, значит, управлением внутренних дел, я вам скажу, я просто желаю ему еще дальше успехов. Допустим, нам удалось совместными усилиями навести порядок вокруг рынка, так скажем. Да, надо его поддерживать, мы его поддерживаем, тоже перегибать палку не собираемся, потому что люди все-таки реализовывают свою продукцию, там, допустим, конечно, хотят заработать каких-то денег, чтобы дальше как бы там, решать свои вопросы. И не только это мероприятие, на самом деле очень много всего, как говорится, мы много вопросов ставим перед управлением внутренних дел. Я пока, ну, как бы, у меня к нему только пожелать удачи и дальнейшего, как говорится, решения своих задач, успехов ему. В принципе, взаимодействие полное. Я каждый день получаю сводки по городу. Если даже за то время моего здесь, значит, руководства администрации, я сам вижу статистику, что она, ну, как бы идет на спад. Для создания эффективной системы градорегулирования и грамотного управления городской территорией нужен генеральный план города. Как обстоят дела с основным документом нашей столицы? Вы очень правильный вопрос задаете, потому что генеральный план города – это основа основ, да? В связи с чем или принимаются решения те или иные, я имею в виду по градостроительству или выделению каких-либо участков, земель, разрешений, там, развития города, где-то жилого фонда, где-то производственного, где-то рекреационного и так далее. К великому сожалению, такого документа нет. К разработке такого документа приступали, по моей информации, в 1976 году. Частично они его сделали, часть материала у нас есть, но это очень сырой материал. Послевоенные несколько нормативных актов в этом плане, которые выходили, они все были направлены для того, чтобы создать генплан города. Но после выхода, значит, земельного кодекса, там стало некое противоречие документов. Поэтому сейчас мы должны дождаться градостроительного кодекса и только тогда вернуться к генплану города. Вот будет градостроительный кодекс, у нас есть земельный кодекс, и тогда нам удастся завершить такую работу. Исходных данных много, но они не полные. Я вот как-то до этого давал интервью, говорил о том, что мы работаем над цифровой моделью города.
Вот. Но мы сталкиваемся с определенными проблемами. Я вот общался недавно с руководителем кадастровой палаты нашей, господином Мирадян. Он достаточно высокий профессионал в этих вопросах. Он мне раскрыл несколько деталей, с которыми нам пришлось бы столкнуться, если мы двигались бы в этом направлении. Слава богу, вот в рамках инвестиционной программы, значит, идет финансирование создания земельного кадастра, и который подразумевает очень много таких вещей, которые, ну, немного, там, скажем, там будет и цифровая модель, там будут все данные, куда мы сможем отдать то, что у нас есть, для того, чтобы ввести в электронную базу данных, из которой можно было бы уже моделировать, использовать это, ну, по назначению, как говорится. Пока нет генерального плана, но все-таки у вас есть какой-то поэтапный план работы. Сейчас набережная. Каков ваш следующий шаг? Чтобы не оттягивать время, на следующей неделе мы пройдемся по проспекту Мира. Сейчас у нас это улица Аяйра. Вот. И, значит, там тоже есть несколько мыслей, которые мы хотим посмотреть, как их можно было бы реализовать. Но в первую очередь это ограничить движение автомобилей. Это те же шлагбаумы, те же заградительные сооружения, чтобы наша эта улица центральная, ей придать статус бульвара. Вот будем двигаться в этом направлении. Я думаю, что наши жители к этому отнесутся с пониманием. И еще могу приоткрыть скобки, значит, следующим за ним последует фуникулер. А что конкретно будет на фуникулере? Вместо досуга. Но, разумеется, никаких там больших сооружений, строений. То, что есть, мы их восстановим. Конечно, там где-то будут, конечно, фонтаны, где-то архитектурный облик воссоздадим той же лестницы, которая там есть, красивая, и других сооружений. Ну и самое главное, это смотровая все-таки, чтобы люди могли посмотреть, полюбоваться видом сверху на наш город. Въезд в город, он непримечательный. Непрезентабельный, согласен. Да. Что у вас в планах? Разумеется, мы работаем над этим. Значит, наши архитекторы имеют пару решений, которые меня пока еще не совсем устраивают. Потому что я бы, например, входную группу для города рассматривал, вот если ехать в город после заправочной станции, значит, Роснефть, вот перед поворотом, да, который там на пригорок, который ведет, вот в этом месте разыграть, значит, такую, я не знаю, композицию, которая говорила бы, что это ворота в город. Один вариант. Второй вариант по аллее Сосновой, которая у нас едет, тоже, как считается, ну, правда, Сухумским районом территории. На всяком случае, это въезд в городскую часть. Потому что все другие места, они очень маленькие, там не развернуться. У нас столица, и надо о себе заявить красиво и громко. Ни для кого не секрет, что в городе остро стоит вопрос нехватки жилья. Многие стоят в очереди годами. Есть ли у вас решение вот этой проблемы? Сказать, что у нас уже выработанное решение есть, я так не скажу, но у нас есть четкое понимание того, что нам надо разобраться с тем, что у нас есть. Такое поручение дано всем домоуправам. К этой работе подключен один из заместителей моих, Сурманидзе Автандил Африканович, ну и, разумеется, департамент жилищно-коммунального хозяйства. Мы сейчас проводим ревизию собственников жилья. И частного сектора, разумеется, собственных домов, ну и, естественно, многоквартирных домов. Значит, эта ревизия у нас закончится 1 августа. Мы поймем, сколько у нас собственников, сколько проживает в муниципальном жилье. Вот. И, ну, и еще те дома, квартиры, которые так или иначе кем-то заняты. Не хочу дальше углубляться, потому что это место имеет быть. То есть это точно есть, поэтому везде будут сделаны пометки. Значит, с этими людьми мы будем вести беседы, или они выкупают, или они освобождают, или они берут в аренду, или что-то с этим делают. Потому что одна ситуация, то, что это не оформленным остается, но другая ситуация, в них, ну, неприлежный вид у нас такой. Везде. Мусор, свалка, грязь и так далее.
соседи жалуются, мы все это видим, иногда даже не можем пока найти тех, которые заняли эти квартиры. Но сейчас уже скоро у нас картина появится, мы будем с каждым индивидуально вести беседу и выходить на какие-то решения. Ну, иначе нельзя. Я вот, говоря о том, что мы проводим ревизию, я не исключаю, что появятся возможности свободные, да? Там, где человек не может ни выкупить, ни следить, ни взять в аренду, скажем, да, ну тогда, извините, мы, значит, сами будем распоряжаться этим имуществом через жилищную комиссию, будем, значит, рассматривать те заявления, которые у нас есть, здесь у нас целый реестр, проводим ревизию строений, которые есть в городе Сухом. Даже ведомственные, имеется в виду, где были раньше общежития. Вот, потому что недостроенных квартирных домов не так много в городе, их практически не осталось, которые не деформированы или не дали крен в одну или в другую сторону. То есть на их ремонт лучше новое что-то построить. Значит, это первое. Значит, мы проводим ревизию этих общежитий, смотрим подведомственность, неподведомственность, будем потом выходить на правительство и смотреть, что мы сможем сделать по программе доступного жилья. Это быстрый ремонт и там комнату другую для вот таких как промежуточное звено, чтобы люди могли себя где-то найти, приютиться и дальше уже планировать свою жизнь там. В течение 5 лет, наверное, человек смог бы себе накопить 5, может даже больше, на какую-то квартиру, которую он сможет потом самостоятельно купить. А это будет оставаться, значит, муниципальным жильем. Но как промежуточное звено, как доступное жилье, которое можно было бы молодой семье предоставить или там, нуждающейся семье предоставить, помимо того, что у нас вот, ну, по муниципальной части проходит, да, сегодня. То есть такие программы мы предполагаем, да, что мы их сможем реализовать. Но это вопрос не сегодняшнего дня, а завтрашнего. Сейчас мы собираем информацию, обработаем, посмотрим, сколько денег на это нужно, сколько мы сможем собственными силами сделать. Остальное будем просить поддержку президента, правительства нашего. И еще один момент, значит, те, кто будут, я вот заранее хочу сказать, что мы не примем ни одно распоряжение, это пускай будет даже на моей ответственности, а те, кто будут обращаться за строительством многоэтажного дома, обязательно должно быть отчуждение для города. Это нам самим не нужно, мы обязательно будем это предоставлять, значит, тем, кто стоит в очереди в реестре для получения жилплощади. Вот, обязательно будет учтен процент, чтобы, значит, часть жилого фонда предоставлялась администрации для того, чтобы можно было предоставить эту возможность, значит, тем, кто у нас стоит в реестре. Ну, набережная относительно других частей всегда уделяется внимание, она всегда чистая. А как же другие части города? Турбазы, Киласур, ВИЭМ, Новый район. Какие работы там ведутся? По поводу уборки территории ведутся везде. После того, как мы, значит, собрали воедино эти 3 организации воедино, у нас город разбит секторально, туда вот собираются сейчас команды побригадно, и этот вопрос чистоты и порядка, я надеюсь, в очень ближайшее время, вот буквально вот-вот, уже закроется. Он не будет возникать периодически. Это касается и подрезки деревьев, и покоса травы, и уборки просто мусора с проезжей части и так далее. Но, разумеется, нам не хватает техники, не хватает там других каких-то затрат, которые нам надо нести. Ну, будем это наращивать, разумеется. Что касается восстановительных работ, ну, есть еще некоторые задумки. Например, если ехать по улице Леона, сворачивая на Дзария, правильно? Вон там есть такая красивая стена с фигурками. Вот если поворачивать на ВИЭМ, на этом перекрестке, по правую сторону, вот там собираемся сделать, значит, восстановить эту стену. Если брать район Маяка, честно говоря, там сейчас асфальт положили, но все-таки там немножко не играют, ну, понятно, здесь вопрос тротуаров, он везде такой проблематичный, но там, вот, допустим, на Маякском повороте, там надо обязательно предусмотреть красивую парковочную зону на этом изгибе, который там есть, потому что машины там становятся хаотично, поэтому тоже уже готовое решение есть у архитекторов. По мере возможности мы к нему приступим. В районе турбазы проводим серьезную ревизию по набережной. У кого что закреплено, за кем, на каких условиях, поддерживают они порядок, не поддерживают порядок, кому-то даем предписания в какие-то сроки и так далее, привести в порядок. Но это только касается набережной. Ну и коммуникации, конечно, это одна из главных проблем. У нас в день добывает до 4-5 аварий по коммуникационной части, наши водопроводы, канализация меньше, но все-таки водопроводы.
потому что сети старые, и по ним надо вести постоянный ремонт. Мы сейчас в отдельную структуру в виде филиала будем выводить аварийную службу, которая будет работать в выходные дни тоже. Там будут несколько бригад, которые будут на разных участках одновременно работать. Вот. К сожалению, если говорить о каких-то серьезных вещах, там строительстве чего-то, каких-то монументальных вещах, пока не приходится. Первое, поддерживать порядок, чтобы по линии коммунальных услуг у нас проблем не было, там вода, канализация, разумеется. Вот. И потом одна из самых главных, наверное, задач – это фасады. Наши фасады, мы понимаем, что эту задачу надо решать, и у нас последствия войны еще не все, как говорится, мы устранили в этом плане. Но мы его рассматриваем немножко в своеобразном контексте. В первую очередь это дома и строения, которые относятся к нашей историко-культурного наследия. Вот, здания, сооружения, они должны быть отреставрированы, их фасады, и правильно дать подсветку. И дальше, также по всем фасадам остальным. Въездная группа у нас безобразная, если мы все это знаем. Особенно поворот на Новый район, на улицу Гумистинская. Вот этот перекресток, дома там имеют очень неприглядный вид. Но так, если не углубляться далеко, там помимо историко-культурного наследия, но эти дома, это все-таки, это въездная группа, она должна быть безукоризненной. Вот, наверное, первое, с чего мы начнем, это с той части. А потом потихонечку, с центральной части, с улицы того же Леона и других улиц, проспекта Мира или Аяйра. Вот. И вот так потихонечку будем заниматься фасадами. Вот. А что касается самого нового района, там нужно решать комплексно все, потому что там проблема везде, начиная с подвалов, тех же крыш, подъездов, лифтов, дворового освещения, парковочных зон, гаражей и так далее. Я очень надеюсь, что мы к этому вопросу, сейчас в августе у нас будет инспекция в новый район, мы пройдемся, сосредоточим все там вопросы, Домоуправ уже эти поручения все имеет, сосредоточим все эти задачи, начнем осмечивать и будем работать по линии инвестпрограммы, потому что это сразу и много и везде. Там выборочно так не получится. Новый район я очень люблю, это тот округ, когда меня в свое время выбирал депутатом парламента, и поэтому я ему хочу уделить самое пристальное внимание. И мы это сделаем обязательно. У Сухума есть своя определенная уникальная архитектура. Как вам удается ее сохранять и как вы боретесь с незаконными стройками и пристройками? Вопрос очень острый. Если бы он не был бы такой острый, не вышли бы последние два распоряжения. Наверняка наши жители обратили внимание на них. Это первое, мы всю ответственность за то, что кто-то начинает строительство без разрешения, особенно где касается жилых домов, возложили на домоуправов, потому что это все-таки их вотчина, они первые должны это увидеть. Второе, вышло распоряжение, где у нас часть ответственности я определил на нашу архитектуру. И, будем действовать. Как только мы обратили, я обращаюсь, пользуясь случаем, обращаюсь к жителям. Если кто-то заметил какое-то строительство, лучше лишний раз нас предупредить, мы проверим, если все хорошо, законно, вперед, мы только готовы помогать. Если незаконное строительство, предлагаю даже не начинать. Мы будем все делать для того, чтобы этого не допустить. Могу честно сказать, на мою бытность здесь за 2,5 месяца, еще есть, могу обратить внимание на то, что у нас незаконное строительство принимает законную силу после решения суда. То есть люди, построив незаконно, обращаются в суд, суд принимает решение о признании права собственности. До этого не имея там никаких документов. 5 было решений на мою память, и около 10 решений, которые пришлось узаконить, ранее принятых решений до моего прихода в администрацию. То есть тенденция такая, серьезная на самом деле. Там самые разные, там и пристройки, и могут быть и магазины, и там склады и так далее. Поэтому, чтобы не доводить дело до суда, лучше, я поэтому пошел на этот шаг. Эти 2 распоряжения, которые вышли вслед за друг другом, они предполагают, чтобы на стадии строительства останавливать это дело и не давать возможность незаконным стройкам. Это то, что этого касается. Что касается архитектуры нашей и архитектурного облика города,
Мы как минимум один раз в месяц, один раз в неделю, значит, совещаемся. У нас тут с отделом архитектуры обсуждаем. Есть понимание того, что архитектурную часть города, у нас она есть, значит, этой части вообще запретить что-либо строить. Вот, оставить уже как есть, где парки, где здания, сооружения, которые являются, значит, нашей исторической ценностью, памятником архитектуры, вообще больше ничего не разрешать вокруг делать. Только следить за порядком, ну, если там где-то плитку поменяли, тоже, чтобы это сочеталось с внешним обликом и так далее. Вот. И дальше смотреть за этим очень внимательно и пристально, чтобы никто самостоятельно ничего не делал. Вот. А все остальное, конечно, время идет, времена меняются, и там, где можно проводить реконструкции, даже если можно что-либо пристроить, в принципе, в этом плане, значит, ну, я не сторонник просто таких суровых ограничительных мер. Там, где это возможно и позволяют конструкции, несущие, не несущие, там, даже надстраивать этажи, например, но если не меняет и не портит нам архитектуру, значит, архитектурную часть города, там вопроса нету, я же говорю, мы готовы помогать, и, ну, во всем, и в скорости принятия решений, и в архитектурном плане, и где надо, и с проектированием вопросов нету, но там, где нельзя, там нельзя. Беслан Федорович, вы можете назвать вот какие-нибудь проекты, которые вы выполните в течение определенного времени, к которым мы сумеем возвратиться вот спустя энное количество времени? Ну, скажем, вот через год. Ну, в первую очередь на набережной, то, что мы начали с этого, и можно будет уже показать, чего мы добились, да. Вот. Следующее, вот как ты сказал, по проспекту Мира. Ну, не хотел бы раскрывать еще кое-какие, значит, вещи, над которыми мы работаем. Это касается ряда памятников, которые мы хотим установить. Но давайте оставим это пока. О городе можно долго и много говорить. Я хочу сказать, что горожане надеются на вас, надеются на то, что, несмотря на скромные возможности, вы сможете изменить ситуацию в лучшую сторону, и Сухум будет процветать под вашим руководством. Спасибо большое за такое пожелание. Но я хочу сказать, что мы приложим максимум усилий. Я, и, разумеется, наша команда в администрации. Мы будем постоянно работать, не покладая рук. И любые возможности, которые нам удастся, значит, привлечь или самим организовать на месте, будут реализованы на благо города. Я в этом не сомневаюсь, уверен в своих силах. И при поддержке президента, премьер-министра, правительства в целом, они оказывают всяческую поддержку. Ну, просто сейчас ситуация не такая сложная. Вот. У нас, в принципе, много вещей проговорены, которые там когда, в какое время, при, значит, наличии каких-то возможностей, что будет реализовано. Я на это тоже рассчитываю, плюс свои собственные силы и силы нашей команды. Абсолютно уверен, что все работники администрации, несмотря на то, что там идут ротации, все нацелены на результат. Потому что я задаю такой тон, из себя требую, и значит требую от всех остальных. Другого нет и быть не может. Так что мы обречены на успех, я уверен. Лишь бы никакие катаклизмы нам не помешали. Пользуясь случаем, хочу пожелать всем нашим горожанам, всем сухумцам, в первую очередь, крепкого здоровья, успехов. Надо, чтобы наши, значит, все благие планы реализовывались. И мы приложим все усилия для этого. И еще, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшее время, это будет ближайшая суббота, мы планируем провести субботник. Совместно с послами доброй воли у нас будет такая акция. Приглашаю всех неравнодушных сухумчан также поучаствовать в этом субботнике. Там, в течение недели мы определим места вместе с ними, где мы будем проводить. Это будет, скорее всего, и фуникулер в том числе, ну и некоторые участки в городе. Поэтому все вместе будем помогать городу быть чистым. Беслан Федорович, спасибо большое за интервью. Удачи в работе. Удачи вам тоже. Спасибо.